Дорогие друзья, сегодня я вам хочу показать порядок сдачи декларации через приложение eSalak. eSalak вы можете скачать, у кого айфоны, через App Store, у кого смартфоны через Play Market. Зашли, набираем мы четырехзначный код, можно через Face ID, либо можно не использовать. Вот зашли мы в приложение. Далее сверху видите 3 линии с левой стороны. Нажимаем на нее. Я специально вам сделала замедленное видео, чтобы вы смогли тщательно со мной вместе это сделать. Нажимаем на «Сдать декларацию». Далее «Подать декларацию». Снизу кнопочка. Нажимаем. И нужно обратить здесь внимание. Если физическое лицо сдает декларацию первый раз в жизни, тогда выбирает форму 250. И если повторно, тогда форма 270. Далее мы выбираем все вот эти поля, должны заполнить период. Период это получается, если первый раз 2023 год. Вид декларации. Здесь же вы указываете первоначальная или очередная, или дополнительная. То есть мы сдаем 250 форму, значит это будет первоначальная. И указываете резидент или не резидент. И к какой категории вы относитесь. Мы здесь выбираем категорию Б, потому что физическое лицо является сотрудником НАО, либо АО. Так, далее. Здесь заполняем остальные все наши данные. В принципе, это автоматически будет отображаться. Код органа. Смотрите, где вы прописаны, куда вы сдаете, какую налоговую. Вот это вот по своему региону вы выбираете. Мы здесь выбрали ДКД по Актюбинской области. Далее выбираем город Актубе, УГД. Здесь каждый выбирает свой регион. Не забудьте, друзья. Номер телефона, если имеется, почту. Заполняем. И ставите галочку, что несете ответственность за заполненные данные. Кнопка «Продолжить». Здесь смотрите, есть у нас графы, где нужно заполнить сведения о наличных деньгах в сумме, не превышающей предел. Ну, то есть здесь у нас нет никаких денег, мы дальше продолжаем. И здесь выйдет у нас, если у нас недвижимость за границей, или счета, или машины. Естественно, так как у человека нету никаких имуществ в иностранных государствах, мы здесь ничего не заполняем, все оставляем по нулям. И снизу есть кнопка «Продолжить». Нажимая на нее, мы переходим на подписание. Здесь 3 варианта. Подписать с помощью ЭЦП, либо СМС, либо облачный ЭЦП. Я выбрала через СМС, как бы это легче. СМС-код приходит на номер, где вы зарегистрированы. Вот, мы вводим СМС, и наша заявка формируется. Нажимаем на кнопку «Скачать уведомление», и наше уведомление выйдет. Друзья, на этом мы заканчиваем. Если видео было полезным, подпишитесь на канал, оставьте комментарий и поставьте лайк. Спасибо.